американцы стали использовать наши двигатели во второй половине 90-х годов, когда создавались новые версии ракет-носителей «Атлас» и «Дельта», тогда был объявлен международный конкурс. Ну и вот наши победили в этом конкурсе, предложив наиболее приемлемые для этих ракет двигатели с техническими характеристиками, соответствующие заданию. Ну и это оказалось гораздо дешевле, чем разрабатывать и производить собственные двигатели на американской территории. В общем-то, на это американцы клюнули, ну и вот оказались в такой вот зависимости от нас. Почему американцы стремятся заменить российские двигатели двигателями собственного производства, это тоже понятно. Потому что сейчас так получилось, что все военные и секретные грузы американцы выводят с помощью ракет, на первых ступенях которых стоят наши двигатели. Многим это не нравится, Конгресс об этом уже много лет говорит, но после вот осложнения международной обстановки в прошлом году эти разговоры, они уже перешли, вот как видно, в практическую плоскость. То, что американцы могут сделать такой двигатель, это да, это позволяет и развитие науки и технологий США, и об этом говорит опыт, который они имеют в создании двигателей. Все-таки они не с нуля начинают эту работу, а имеют достаточно большой задел. Но действительно сделать это вот мгновенно, несмотря на деньги, которые в эту программу выделяются, это не получится.